смотришь это видео, то ты попал прямо по адресу, потому что мой канал посвящен изучению английского языка. Сегодня давай разберем с тобой три очень похожих между собой слова: another, other и the other. В чем же между ними разница? Давай разберемся. Вот у нас эти три слова. Посмотрим на первое слово. Что здесь у нас написано? Another. Я подчеркнула первые две буквы. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите здесь неопределенный артикль an. В данном случае мы называем это слившимся артиклем, потому что он написан слитно вместе со словом another. Если вспомнить использование артиклей, то мы помним, что артикль an у нас используется только в единственном числе и переводится как другой, другая. И речь идет о каком-то неизвестном, неопределенном предмете, потому что здесь стоит артикль an, который является неопределенным артиклем. Например, this shirt is too large, I'll try another. Эта рубашка слишком велика, я примерю другую. Это значит, что человек, который мерил рубашку, ему первая не подошла, он хочет примерить вторую, но он пока еще не знает, какую именно рубашку, он еще не нашел. Или, например, I don't like this room, may I have another one? Мне не нравится эта комната, можно мне другую? То есть человеку не подошла комната, и он хочет любую другую, только не эту. Или такой банальный пример, часто мы недовольны своей работой, и мы говорим I need another job. Мне нужна другая работа. Мы не знаем, какая конкретная работа нам нужна, мы еще не определились, но мы точно знаем, что ну вот все, не могу я больше на ней работать и видеть этих людей. Теперь давай с тобой разберем второе слово, это слово other. Слово other переводится как любые другие и отличается от another только тем, что another это единственное число, а other это множественное число. Please take other books. Пожалуйста, возьми другие книги. Ну не нравятся мне эти книги, возьми ты другие. Теперь нам с тобой осталось разобрать всего лишь одно слово, это the other. И чем оно отличается от another и other? Ну, во-первых, the other переводится как другой, другая или другое, то есть это единственное число. А во-вторых, у нас здесь стоит определенный артикль, значит мы имеем в виду какую-то определенную вещь. Например, ты идешь в магазин покупать торт на свой день рождения. Ты зашел и просишь продавца показать тебе два торта. Продавец магазина показывает тебе два торта и спрашивает Would you like this cake? А ты говоришь No, I would like the other one. Вам этот торт? Нет, я бы хотел другой. То есть мы конкретно выбираем одну вещь из двух. Или, например, приходишь ты в гости к своей подружке, она тебе показывает свои две новые блузки и спрашивает Do you like this blouse? А ты отвечаешь No, I like the other one. Слово one в конце мы используем вместо слова blouse или любого другого слова, если мы не хотим повторяться. Вместо one мы просто могли бы сказать No, I like the other blouse. Но обычно, когда всем понятно, о чем идет речь, то слово заменяется на one. Ну вот, наш с тобой урок подошел к концу. Я очень надеюсь, что ты все-таки разобрался, в чем разница между словами another, other и the other. Если ты что-то не понял или что-то упустил, просто посмотри ролик заново и закреpi пройденный материал. И напоследок небольшое домашнее задание. В комментариях под видео напиши 3 предложения на каждое новое слово. Я обязательно проверю и отвечу тебе. Если это мое первое видео, которое ты смотришь, обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайки, если видео тебе понравилось. Желаю тебе удачи в изучении английского языка и увидимся с тобой в следующем видео. Bye-bye!